Эпидемиологическая обстановка в Нюрбинском районе на 27 января остается напряженной. Отмечается рост числа амбулаторных больных, то есть которые лечатся на дому. Да? То есть таких больных у нас в районе сейчас 167, по данным Нюрбинской ЦРБ. В стационаре в данное время проходит лечение 12 пациентов. По району на самоизоляции находится 253 контактных лица. То есть на данный момент вот, оперативным штабом предприняты меры по снижению резкого роста распространения штамма омикрон по району. То есть одним из ключевых мероприятий является это мобилизация амбулаторно-поликлинической службы Нюрбинской ЦРБ. То есть все ОРВИ, симптомные больные, то есть сейчас обслуживаются и будут обслуживаться только на дому. То есть приема в поликлиниках и в ФАПах, амбулаториях только соматические больные будут показываться, только по записи. То есть и ограничительные мероприятия связанные с ОРВИ и гриппом, все равно с ОРВИ и грипп у нас циркулируют активно, то есть на данный момент на дистанционном обучении находятся все школы Нюрбинского района, кроме классов 9 и 11. Также по рабочим коллективам по указу Ильдархана переведены 50% коллектива на дистанционную работу. Также проводится вакцинация, все равно усиленно, экстренная по вакцинированию и ревакцинации против ковидной инфекции населения. А что касаемо детских садов? Детские сады на данный момент тоже на дистанционном, ну это можно сказать не на дистанционном, а на карантине, тоже связанное с ОРВИ, работают в садах только дежурные группы. Была информация о том, что в случае роста заболеваемости будут мобилизированы медики, которые сейчас находятся на пенсии и так далее. На данный момент, да, поднимался такой вопрос. На запас все равно медицинские работники будут мобилизированы, то есть из числа, которых в отпуске, наверное, и из пенсионеров, я не знаю, но все должны быть вакцинированы и прошедшие ревакцинацию, обученные по работе с коронавирусом. Но с проблемой с такой ЦРБ на данный момент нет. На запасе есть достаточно человек.